Есть хоть кто-нибудь? Ну, пока библиотека Южный Ну, еще висит. это Воркута? Или кто это? Или Янтарь или Воркута. Не уверен, кто из них. Ну, где-нибудь есть она в поселке? Ну, обычно, по-моему, Воркута состоит из поселков. Нет? Про Инту не знаю. Воркута знаю, что поселочек. Не помню, честно не помню. Ну, не важно. Я там был, по-моему, один или два В раза. Воркуте? В Инте. В Воркуте не был. Я вообще там не была. Поэтому я просто на слуху знаю, что в Воркуте, да, там эти умирающие поселочки. Просто знаю, что небольшой городок. Да? Еще не шел? Я там был лет Проездом. 20 назад. О, ну, конечно, тогда. Ну, вроде, да, небольшой. Хотя Ухта тоже. Я была на практике там в училище. И вот недавно... Так, а может, я там был где-то и пару лет назад, но дальше вокзала и не было. А куда можно за Инту на вокзале был? Поход какой-нибудь. Да? Понятно. Просто нас, по-моему, сразу же с вокзала Инты, да, нас на Вахтовке потом уже вывозили оттуда. Поэтому дальше вокзала я, по-моему, и не выбирался особенно в Инте. Но, значит, я там был года 3 назад. Ну, ясно. 4. Ну так, частично. Вокзал маленький. Маленький. Так как про Москву у меня впечатление с детства. Не люблю Москву. Ну, потому что мы же дальше вокзала там ехали дальше куда-то в Россию. Вот этот площадь 3 вокзалов, ну что там мы увидим? Такие же приезжие, как и мы. Ну, там единственное, что мы встретили бабушку в тапках и в халате. Спросили, как бы нам где-то поесть. Ну, это было в советские времена еще. Мелкая была, да. Не знаю, я не местная. Думаю, блин, все москвичи плохие. Ну, я Хотя, тоже гулял по Москве в шерстяных носках, надетых под сланцы. ну, да, возможно, эта бабушка реально тоже с поезда в тапках Но мы вылезла. просто, по-моему, мы пересели с одного поезда на другой. Мгм. Как бы у нас до отправления Мало там времени было. часа 2 или 3, мы такие, ну пойдем сходим за едой. И мы пошли в Точно. магазин. Как вот были в походном, Вот. а мы с аэропорта на поезд, вот. И в итоге, ну, Да что что, там, да. в сланцах, шерстяных носках, Это, наверное, вообще было. Сланцы и носки. причем сланцы походные, то есть они такие-то, ну, потертые с веревочками. А, перевязанные немножко. Нет, в смысле, что на Веревочкой. походных сланцах обычно делают веревочки, чтобы сланцы не спадали с ноги. То есть, когда ты реку, допустим, вброд переходишь, да, там течение быстрое, вода холодная, просто Да, можно без знаю. тапочка остаться и все. Поэтому тапочки с веревочками у всех. Дырочки сами там пройдем. Да, и вот, и в итоге у меня такие черные пластиковые тапочки, на них веревочные бантики. Ладно, у меня были босоножки, мы через Москву ехали в трудовой лагерь, и они у меня отклеились одни. Вот это была беда. Мы в московском зоопарке, я подруга
Добрый день, уважаемые коллеги. Тема сегодняшнего занятия – флора и фауна библиотечного фонда. Санитарно-гигиенический режим хранения. В библиотеках России хранится более 1 миллиарда 700 миллионов единиц хранения книг, газет, журналов и других документов. Ежегодно выдается большой массив этих изданий. При этом степень доступности документа во многом определяется степенью его сохранности. С повреждением документа, частичной утратой документом эксплуатационных свойств, приводящих в конечном итоге к их полной утрате, разрушению, хорошо знакомы и библиотекари, и читатели. Полностью исключить возможность повреждения документа в процессе его использования и хранения, к сожалению, практически невозможно. При идеальных условиях хранения низкая температура окружающей среды, отсутствие света и загрязненного воздуха, сокращение доступа читателя к документу, документ все равно претерпевает изменения, связанные с естественным старением во времени, как материалов, из которых он состоит, так и их комплекса, документа в целом. Это относится ко всем без исключения документам и в первую очередь к выполненным на бумаге, составляющим основной массив библиотеки. Возможны также биоповреждения от вмешательства микроорганизмов, насекомых или грызунов. Все эти процессы затрудняют или препятствуют считыванию информации в документе. Задача процесса хранения – замедлить протекание и старение физической основы документа. На это нацелены процессы консервации. Консервация – это действие, направленное на долгосрочное сохранение документов, предохранение их от повреждения или разрушения посредством каких-либо особых мер. Наиболее значимыми для сохранения материальной основы документа являются следующие режимы хранения: температурно-влажностный, световой, санитарно-гигиенический. И вот о нем мы сегодня подробнее и поговорим. И хочу сразу обратить ваше внимание на основной документ, устанавливающий общие требования консервации документов, в том числе к режиму хранения. Это ГОСТ 7.50 2002 года «Консервация документов. Общие требования». Эти требования именно нормативные, но в реальности условия в наших библиотеках далеки, конечно же, от них. И при идеальных условиях хранения документов, таких как низкая температура, отсутствие света и определенная стабильная влажность воздуха, вряд ли сможет находиться сам человек. Ну, мы к этому должны стремиться. Санитарно-гигиенический режим хранения предполагает защиту документов от биоповреждений и загрязнений. Загазованность городов сернистым газом, сероводородом, аммиаком, озоном, двуокисью азота, дым, пыль. Эти загрязнения сказываются на сохранности документов. Большой вред приносят документам аэрозоли, оседая на поверхности, пристают к ней и образуя слой черной грязи, который практически невозможно стереть. Пыль – один из наиболее агрессивных факторов разрушения документов. Минеральная пыль, в особенности сажа и побелка, опасны из-за своего стирающего действия. При длительном пребывании на поверхности документов пыль уплотняется, слеживается, придает серый оттенок материалам, портит внешний вид документов, плохо удаляется. В составе пыли примерно 70% это мелкие частицы естественного происхождения, а остальные 30% результат деятельности человека. Естественные источники пыли – это почва, соли морской воды, вулканические выбросы, пожары, горные породы, пустыни, космическая пыль. И основные искусственные источники – это транспорт, газовые выхлопы, сажа, пыль, резиновые частицы от стирания шин, деятельность промышленных предприятий, ну, также материалы натуральные и синтетические, и стирающиеся в процессе старения и использования. Причиной увеличения общей запыленности помещения – это недостаточная герметизация помещения, неправильное проветривание, наличие в помещении пылящих и легко стирающихся материалов, интенсивное перемещение людей,
Помещение может находиться в неудовлетворительном состоянии, осыпающаяся штукатурка, отслаивающаяся краска, высокая температура отопительных приборов и понижение температуры на улице. Из чего состоит пыль? Из клеток микроорганизмов, остатков насекомых, пыльцы растений, волосы, шерсть, кожные чешуйки, песчинки, остатки пищевых продуктов, частички от различных материалов. Частицы меньше 1 микрона составляют 85-99%. В воздухе помещений преобладают пылинки от 0,4 до 3,5 микрона. Чем меньше размер частиц пыли, тем более продолжительное время они находятся в воздухе, и тем больше мы их вдыхаем, и оседает их на поверхности. И такой любопытный факт, что за сутки мы вдыхаем вместе с воздухом в среднем 2 столовые ложки пыли, а за год около 2 килограмм мелкой пыли. Рассматривая пыль с точки зрения микробиологической опасности для документов, подчеркнем, что существует прямая зависимость между запыленностью воздуха и его зараженностью спорами грибов. Средние данные о количестве микроорганизмов в пыли. Около 50% пылевых частиц являются носителями микроорганизмов. В 1 грамме пыли жилых помещений может находиться до 70 миллионов микроорганизмов. В помещениях библиотек и музеев в 1 грамме пыли содержалось от 15 тысяч до 90 тысяч микроорганизмов. С 1 квадратного сантиметра необеспыленного объекта вырастает в среднем до 20 колоний микроорганизмов. В комнатах с вентиляцией в воздухе остаются частицы размеров менее 1 мм, которые глубже всего проникают в библиотечные материалы и в дыхательные пути персонала. Пыль, покрывающая документ, содержит целый ряд питательных для микроорганизмов веществ. Это необходимые для развития плесневых грибов азот и фосфор, а также металлы, железо и магний, требующиеся для функционирования ферментных систем микроорганизмов. При хранении на разных частях документа оседает разное количество пыли. Больше всего пыль скапливается на горизонтальных поверхностях. Это в основном верхние обрезы книг, а при хранении документов больших форматов, подшивок газет, это верхние крышки переплетов. Ну и на слайде вы видите количество пыли на разных частях документов до обеспыливания и после обеспыливания. Плесень, насекомые, грызуны часто за очень короткое время также могут причинить сильные и глубокие повреждения материалов. Насекомые, попадая в книгохранилище, повреждают книги, мебель, занавеси. В хранилище насекомые попадают через окна и форточки, открываемые для проветривания, с личными вещами сотрудников, проникают по вентиляционным ходам из соседних помещений, а также могут быть обнаружены в новых поступлениях. Благоприятными условиями для развития насекомых в хранилищах является изобилие пищи, минимальное число врагов и конкурентов, пыль, неблагоустроенность помещения, щели в стенах и полу, куда попадает пыль и мусор, резкие колебания температуры, способствующие повышению влажности в помещении, неправильное размещение книг, хранение книг в штабелях и кипах на полу, у наружных стен, а также слишком плотная расстановка фонда на стеллажах и присутствие в помещении тары, упаковки для книг, макулатуры и других посторонних предметов. И также редкое пользование книгами. Виды насекомых-вредителей, которые могут быть в помещениях библиотек. На самом деле специфических насекомых, повреждающих документы в библиотеке, нет. Это типичные вредители складских, жилых и служебных помещений. Главнейшие из книжных вредителей жуки-точильщики, жуки-притворяшки, жуки-кожееды, усачи, долгоносики-трухляки, молики-ротофаги, книжная и пыльная вошь, обыкновенная чешуйница и другие. В качестве временных вредителей иногда появляются жуки-усачи и личинки-плодожорки. В книгохранилищах в летнее время встречаются мухи или бабочки, но эти насекомые не наносят большого вреда, непосредственно вреда книгам. Точильщики или притворяшки
Часы смерти, так у многих народов называют тикающие звуки, издаваемые некоторыми мебельными и домовыми точильщиками, которые селятся в изделиях из древесины. Эти виды точильщиков издают данные звуки, похожие на звук тикания часов, ритмично ударяя головой о стенки своих ходов древесины. Эти звуки являются способом привлечения самок. Жук-кожиед, кожаные куртки, шерстяные вещи, драповое пальто, меховые шубы и шапки, ковер, натуральное напольное покрытие, деревянная мебель, электрические провода, воск, парафин, обои, обойный клей и даже бетонные стяжки, это все может кушать кожиед. Но есть еще такой шубный кожиед, да, но несмотря на свое название, он не лакомится шубами, а предпочитает человеческую еду. Книжная вошь или книжный синоед. В природе он обитает в гнездах птиц и норах грызунов. Очень часто встречается в домах, живет в пыли и в переплетах книг. Отсюда и его название. Обыкновенная чешуйница или сахарная чешуйница часто обитает в жилых домах или на продовольственных складах. В англоязычных странах иногда называют серебряной рыбкой или ртутной каплей. Один из самых обычных и практически безобидных обитателей человеческих жилищ. Надо сказать, что они оригиналы даже среди своеобразных гурманов. Они едят плесень. Чешуйницы предпочитают влажные и темные места. Если в доме сухо и светло, то чешуйниц там не будет. Активны ночью, в остальное время прячутся. В случае попадания на свет стараются быстро скрыться. Можно увидеть в ванной комнате, где повышенная влажность. На слайде вы видите фазы развития жизненного цикла насекомых, яйцо, личинка, куколка и мага. И вы видите, что слово личинка выделено жирным и большим размером шрифта. Повреждение материалов происходит именно в результате жизнедеятельности личинки. Личинки некоторых насекомых живут несколько лет. Куколка не питается и обычно неподвижна. Имага – это конечная стадия развития насекомого. Имага обычно также не питаются, за исключением некоторых насекомых. Они скорее проводят время в поисках жилья для будущего потомства. На месте пребывания насекомых, вредителей, например, личинок-точильщиков, в материале книги остаются желобки, траншейки и так называемая червоточина, состоящая из экскрементов, объедков, шкурок от линьки и засохших насекомых. Признаком повреждения документов насекомыми являются сквозные круглые или овальные отверстия, выщипы и выгрызы поверхности материалов, небольшие изъеденные фрагменты кожи или бумаги, буровой муки. Это мелкие опилки, которые производятся различными насекомыми, обитающими внутри древесины различных деревьев и проделывающими ходы в ней при помощи своих верхних челюстей. Ну вот на экране вы видите следы пребывания насекомого. Чем же они питаются? Ну, я уже немножко говорила, да, но в основном это, конечно же, все материалы, из которых состоит книга. Это клей, бумага, картон, натуральные ткани, древесина, крахмал, кожа, даже тексты. Насекомые наносят большой вред библиотечным фондам. Известны случаи, когда насекомые приводили в полную негодность большие массивы книг. Необходимо постоянно предпринимать превентивные меры, так как это профилактика заражения книжного фонда. Новые поступления и подозрительные на зараженность вещи следует выдерживать в изоляторе. Открываемые окна и вентиляционные решетки на период лета бабочек должны быть защищены сетками металлическими и капроновыми с размером ячейки не более 1,5 мм. Ежедневная уборка помещений, механическая чистка пылесосом из щелей, удаленно от фонда расположение мест для приема пищи, подсобных помещений для хранения личных вещей сотрудников, посторонних предметов. При озеленении прилегающей территории рекомендуется не высаживать деревья типа рябины, боярышника, шиповника, привлекающие вредных насекомых. Герметизация путей миграции насекомых, щели в стенах, плинтусы, вентиляция, трубы отопления, стыки стен и коммуникаций.
Отсутствие на территории вокруг здания мусорных контейнеров и пищевых отходов. Соблюдение температурно-влажностного режима, регулярный осмотр помещений и документов, клеевые ловушки с приманками и без них и борокс, тропинки вдоль плинтусов. Защитой рукописей и книг от насекомых занимались с древних времен. Известно, что еще до начала нашей эры папирусы смазывали кедровым маслом для отпугивания насекомых. Для этой же цели между листами книги вкладывали листья или цветы пахнущих растений. Книжные полки посыпали горчицей, черным перцем, квасцами. Предлагалось даже в переплеты вставлять тонкие свинцовые пластины, через которые насекомые не могли бы проникнуть в книгу. Как бороться с непрошенными гостями? Существуют такие истребительные меры. Физические – это механический способ удаления, вымораживания, использования атмосферы инертных газов и облучения. Инсектициды, химические методы – это газы, фумигация, растворы, порошки, аэрозоли. И биологические – заражение патогенными для насекомых микроорганизмами. Фумигация – это уничтожение вредителей и возбудителей болезней растений путем отравления их ядовитыми парами или газами. Фумигация эффективна только против насекомых в активной фазе. Газы уничтожают насекомых, но не защищают материал от нового поражения. Порошки, аэрозоли и жидкие инсектициды имеют пролонгированное действие, то есть оказывают свое действие в течение более продолжительного срока. Осенью и зимой обработка бесполезна, так как насекомые находятся в неактивном состоянии. И такие методы довольно опасны для людей. Насекомые быстро приспосабливаются к химическим веществам. На сегодняшний день можно пользоваться перитроидами. Это синтетические инсектициды, аналоги природных. Группа природных инсектицидов, содержащихся в цветках многолетних трав семейства астровые. Для насекомых являются нейротоксическими ядами. Ну, а также мы используем различные ловушки: оконные, приманки и самодельные ловушки, феромонные ловушки. Она появилась на Земле 200 миллионов лет назад. С тех пор она убивает и спасает от смерти. Ее называют хлебом дьявола и плевком Бога. Она сказочно красива и вызывает отвращение. Она вездесущая и неистребима. Она способна управлять огромными массами людей и менять ход истории. Если она объявит нам войну, у нас не будет шансов выжить. Это все о плесени. И здесь мы подобрались к тому моменту, почему лекция все-таки называется «Флора и фауна». Грибы – это особое царство. Они лишены хлорофилла, и поэтому, как и животные, требуют для питания готовые органические вещества. С другой стороны, грибы напоминают растения, так как всасывают питательные вещества, а не заглатывают пищу, как животные. Как и растениям, грибам необходима почва, к которой они прикрепляются. Покрылась сероватым налетом плесенью корочка хлеба, выросла на стене в сыром помещении что-то зеленоватое неприятное, испортилось яблоко. Все это работа грибов. Плесени – это простейшие представители семейства грибов. Плесень размножается спорами. Споры плесени – это практически семена, которые при соответствующих условиях прорастают и вызывают появление плесени на любом продукте, с которым контактируют. Эти споры находятся везде, и особенно их много в воздухе, который переносит их с места на место. Грибы в процессе питания используют клей, ткани, бумагу, кожу, краски, нитки, иначе говоря, все материалы, составляющие книгу. Разрушая волокна, грибы уменьшают механическую прочность бумаги. Известны случаи, когда в результате деятельности грибов прочность бумаги за 5 суток снижалась на 50%. Что способствует появлению плесени? Конечно же, это сырость, высокая влажность воздуха. Содержание влаги в книгах тесно связано с влажностью воздуха. Резкие колебания температуры и влажности создают наилучшие условия для развития грибов. При повышении температуры воздуха книги не успевают прогреться, просохнут, содержат много влаги, и это способствует развитию споров в дальнейшем, быстрому их росту.
Поражение книг грибами всегда сопровождается образованием на книгах разноцветных пятен. Налеты грибов обычно окрашены за счет обильного образования спор. На пораженных книгах, как правило, появляются красные и желтые пятна различных оттенков, а также серые, серо-фиолетовые, зеленые, коричневые и некоторые другие. На листах, особенно часто на титульных и форзацах, а также на внутренней стороне переплета, колонии грибов растут в виде бархатистых и мучнистых налетов. Они не только окрашивают бумагу, но лишают ее проклейки и повреждают волокна. Иногда в таких случаях застилается и потухает текст. Ну вот у нас, вы знаете, что мы находимся в стадии капитального ремонта, и наши фонды заштабилированы в разных частях города. Мы их мониторим, и вот весной этого года мы увидели, видите на картинке внизу, что в соседнем помещении очень хорошо стала расти черная плесень. Ну, хорошо, что она не перекинулась на книги, мы вовремя как бы заметили и обработали ее. Нередко пигментированные участки бумаги подвергаются разрушению и выпадают. В очень сухом воздухе развитие грибов приостанавливается, погибает мицелий, но споры остаются невредимыми, и через многие годы они могут дать начало новым колониям. Споры микроскопических грибов плесени способны выдержать температуру от минус 270 градусов до плюс 150 градусов. Последствия их действия обесцвечивание текстов и материалов, переплетов, пигментация, слипание страниц. Ну и такие интересные факты. Да, плесень совсем не боится радиации. Под саркофагом 4-го энергоблока Чернобыльской АЭС находится до сих пор огромное количество плесени. В местах усиленного радиационного фона она наиболее густая. Споры плесневых грибов летали в космос на обшивке космического корабля, и существует такая неофициальная версия, что одной из причин затопления космической станции «Мир» было действие плесени. Она повредила провода каких-то там приборов. Так, сейчас на слайде вы видите табличку Федерального центра консервации библиотечных фондов. Это можно поэкспериментировать, так скажем, дома. Если есть лампа Вуда, это диагностическая лампа грибковых заболеваний, да, можно посмотреть, например, какие-нибудь, ну, вдруг корочка хлеба завалялась, еще что-то, каким цветом ваша плесень светится и что это. Важнейшее профилактическое мероприятие для предупреждения поражения документов – это просмотр. Рекомендуется ежегодно, выборочно просматривать их. При просмотрах книги снимают с полки, осматривают переплет, форзац и титульный лист. Эти части книги чаще всего поражаются и приходят в негодность. Следует просматривать страницы, обращая внимание на подклеенные или намокшие места. В случае, если были обнаружены экземпляры, пораженные плесневыми грибами, насекомыми, другими вредителями, их убирают с полки и откладывают для дезинфекции. При обнаружении пораженных микроорганизмами документов, и в случае, если они представляют ценность для библиотеки, их изолируют. Такие книги обязательно упаковывают в крафтовую бумагу, ну, если ее нет, то в несколько слоев газеты. Пораженные документы нельзя ни в коем случае держать в целлофановых пакетах, поскольку там создаются очень благоприятные условия для размножения плесени. Дезинфекционную обработку выполняют в специальном помещении, где нет книг, и специальными средствами. Какими средствами мы можем произвести такую обработку? Это биоциды, они медицинские препараты, химические средства защиты растений и биоциды общего назначения, применяемые для промышленных материалов. Ну вот ГОСТ, о котором я говорила выше, ГОСТ 7.50/2002, консервация документов общие требования, рекомендует метатин. Но, к сожалению, он продается в специализированных магазинах и очень большими объемами, да, и на сегодняшний день Федеральный центр рекомендует приобретать Санотекс
производственного объединения «Текст». Именно его, а не белорусский. Можно в строительном магазине его купить. Еще немного страшилок. Болезни человека, вызываемые грибами. Вы видите, инфекции легких и бронхов, подкожные гранулемы и нагноения, инфильтрация тканей, мицетом ладоней и стоп, дерматиты, поражение роговицы глаз, поражение ногтей, поражение волос. Этот список далеко не полный, поэтому, когда вы обнаруживаете в своем холодильнике заплесневевший кусочек сыра, расставайтесь с ним без сожалений. Это не хорошая плесень, это не дурблю и не рокфор. На вашем сыре поселилась плохая плесень. Пятно плесени на поверхности – это вершина айсберга. Это значит, что споры проникли уже далеко вглубь. Что еще можно сделать, чтобы избежать негативного влияния биологических факторов повреждения документов? Чтобы избежать глубокого проникновения пыли внутрь документа, такие документы следует обрабатывать не реже, чем один раз в 1-2 года. Но это для больших фондов. Я думаю, что вы делаете это чаще. Санитарно-гигиенический режим предусматривает ежедневную влажную и сухую уборку, как я уже говорила. В небольших по объему помещениях влажная уборка может вызывать повышение влажности воздуха. В таком случае для влажной уборки целесообразнее пользоваться хорошо отжатой тканью, для сухой пылесосом. Во время санитарных дней мы не ограничиваемся протиранием полок и книг, но обязательно более тщательно убираем все помещения, удаляем скопление пыли и мусора в труднодоступных для уборки местах, то есть по углам, в щелях, под стеллажами, а также моем подоконники, осветительные и отопительные приборы. Обеспыливание самих документов начинают с верхних полок стеллажа, тщательно отжатой тканью, не размазывая и не втирая пыль в документ. При высокой запыленности документа сначала пыль можно удалить пылесосом, а затем влажной тканью. Ну и на слайде вы видите также порядок очистки книг, предложенные Федеральным центром консервации библиотечных фондов. Да, видите, что мы начинаем с верхнего обреза, потом нижний, боковой, корешок, поверхность крышек и снова верхний обрез. Согласно исследованиям некоторым, продолжительность жизни музейных работников и библиотекарей на первом месте. Всем здоровья, спасибо за внимание. Если возникнут вопросы, можно обращаться по этому адресу по телефону. Спасибо. Выключено.